Количество аварий на Воркутинской ТЭЦ-2 за 7 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого снизилось с 46 до 10. Такие данные по итогам личного контроля ситуации на месте обнародовал заместитель министра энергетики России Андрей Черезов. Он пояснил, на устранение недостатков отведен срок до конца сентября. Федеральный чиновник отметил, что благодаря принятым мерам удалось повысить надежность работы оборудования Воркутинской ТЭЦ-2. Комментируя итоги заседания Федерального штаба главе Коми, где прозвучала эта информация, вице-премьер Николай Герасимов рассказал, что в целом же работа по подготовке к зиме объектов электроэнергетики региона получила высокую оценку Москвы. Николай Николаевич, как у нас проходит подготовка объектов энергетики к зиме? По сути дела, работа республики по подготовке к зиме была оценена высоко. В принципе, особые слова были высказаны в рамках позиции проведения натурных разворотов станций Инта и Воркута. И в рамках этих натурных разворотов практически было предложено еще теоретически в конце сентября провести тренировку без остановки станций на объектах и считать задачу исчерпанной. Эти работы проводились впервые с 1994 года, и по сути дела это обозначено. Вы вышли на полный цикл работ, в том числе с возможностью проведения такого рода тренировок. Да. Надо подготовить соответствующий график, определить соответствующую этапность и согласовать это все вопросы с заинтересованными лицами. Да. Хорошо. Поднят вопросы, связанные с ростом задолженности бюджетных организаций Воркуты по текущим платежам за электроэнергию, тепло и горячее водоснабжение. Сергей Гапликов поручил взять ситуацию на особый контроль, подготовить график поэтапного погашения задолженности и согласовать его с поставщиком коммунальных услуг.